Добрый день, вы смотрите программу «Гунтар Табинде». И сегодня у нас четверг, согласно регламенту Джор Кенеша. В ходе заседания депутаты озвучивают социально-экономические проблемы населения в разделе «Разное». Здесь на балконе у нас сидят журналисты и освещают все озвученные проблемы. Например, здесь за спиной у меня работает журналист из агентства «Акипресс», одного из ведущих агентств Барчина. Давайте спросим, насколько сложно, успевает ли она вообще освещать все вопросы, которые сейчас озвучиваются. Барчин, скажите, пожалуйста, успеваете? Сложно? Иногда бывает сложно, потому что вопросов много, они передышки не делают и сразу один за другим чередуются и начинают выступать. Но, к моему счастью, наверное, у меня есть коллеги, которые готовы помочь мне, послушать тоже депутатов, поэтому справляемся, вроде все успеваем. А вариации вопросов, тех проблем, которые озвучиваются, они вот каждой неделе же это как бы традиционно, да? Какие для вас самые интересные, которые депутаты поднимали? Вот какой-то один, самый такой для вас запоминающийся. Лично меня, наверное, больше интересуют вопросы социального характера, особенно когда они актуальны, когда говорят относительно вырубки деревьев, да, относительно болезней. Но было бы хорошо, если бы депутаты говорили не только о самой проблеме, но и предлагали пути решения, потому что зачастую, насколько я могу судить, они обращаются к правительству, они жалуются, что вопросы какие-то не решаются, но при этом своих решений каких-то не предлагают. Мне кажется, если они будут не только озвучивать какие-то жалобы, обращения, но при этом предлагать какие-то варианты решения этой проблемы, то работа сдвинулась бы с места намного быстрее. Спасибо большое. Удачи вам. Спасибо. Вы сегодня на разном какой вопрос поднимали и какие пути вы решения предлагали? Биз бүгүнкү күндө тиги разнойдон көтөргөн маселе бул биздин эстелик эски салынган тарыхый музейинде жанагы Бурана боюнча. Буранада суу жок, шарт жок, тегерек жеттин баары мал жайылып жүрөт. Ушуну дагы көзөмөлгө алып, тегеретте тосуп. Экинчи маселем бул тиги Токмок шаары боюнча өзүңөр байкагандай ар кандай убийстволор болуп атат, разбойлор болуп атат. Эчтекенин аягына чыкпай атышат. Үчүнчү маселем жанагы сүт боюнча эми бүгүнкү күндө сүттүн баасы абдан түшүп кетти. Эл кыйналып атат. Эл ошо менен оокат кылгандар бар. Bir-iki uydun gözün araganдар. Я неоднократно говорил, Кыргызстан контрабанда нас заполонила. Вот и все. Наши бизнес-структуры плачут, натурально плачут. Закрывается завод, закрываются те предприятия, которые работали. Заводы, мукомольные уже почти все закрылись. Вот к чему это говорим? Это о чем говорит? Это о том говорит, что мы проигрываем и на этом поле. Мы должны... Вот те мобильные группы, которых правительство создало. Мобильная группа – это группа, которая работает на свой карман. Я вам откровенно, все знают. Вот только что депутаты поднимали, 2 депутата. Если это не проблема, навряд ли депутаты этот вопрос подняли бы. Я предлагал в свое время, давайте, вот как в Казахстане, выезжайте в Казахстан, въезжайте и проезжайте за Курдой, допустим, давайте можно проехать посмотреть. Там стоят посты, машина останавливает, там обязательно сидят они и на НДС проверяют, куда что уходит. Мы теряем на НДС этого. НДС, естественно, НЦП и так далее, другие поступления налогов. Вы понимаете? Когда мы говорим, нет, мы будем проверять на базарах. На базарах у нас кругом громадные ангары стоят со всей продукцией. Вы извините, кто-то ходит, там пришел, отметку получил и ушел. Поэтому я предлагаю, вот наши, где стоят посты, так как сегодня таможенных постов нет, где вот пограничные посты, внутри поставить пункты, настоящие, обыкновенные наши налоговые посты. Проверяет, все, куда везешь, пожалуйста, вот тебе, будь добр, заплати. Сколько? Через 40-50 дней. Пожалуйста, через 50 дней ты должен заплатить НДС. Естественно, у тебя товар будет конкурентный. Мы будем своего производителя поддерживать. Вот и все вопросы, которые я хотел поднять. Какую проблему вы сегодня в ходе разного озвучили? Я сегодня поднял вопрос о государственной границе, что в последнее время очень часто участились случаи, такие инциденты, где страдают наши граждане, умирают, погибают. Поэтому я считаю, что это очень серьезный и актуальный вопрос на сегодняшний день. А пути решения предлагали? Да, я пути решения предлагал. Вот если взять самая большая протяженность, это кыргызско-узбекская граница, более 1300 километров. Да? Из них на сегодняшний день почти уже больше 1000 километров уже делимитация, демаркация произошло. Но все эти уточненные участки до сегодняшний день, там должна быть пограничная полоса,
там преграды должны быть. Все это еще не установлено, и, к сожалению, наши граждане, и граждане Узбекистана, Кыргызстана, они там, есть такие сложные участки, где одно село может прям улица, одна сторона улицы – это узбекская сторона, другая сторона – это кыргызская сторона. Естественно, наши граждане в бытовых нуждах перебегают туда-сюда и нарушают закон о госгранице. Да? И в результате бывают такие огнестрельные ранения. И чтобы эти вопросы решить, обязательно наша государственная пограничная служба должна все вот эти препоны установить. Да? Побольше контрольно-пропускных пунктов на границах с сопредельным государством. Мен бүгін жол мәселесі бойынша мәселе көтердім да. Азыр қайсы жолдарды қарабайлы, азыр қазып, жаңағы асфальтмен жауашып атады да. Жамаат қылғанда айтшы. Анан ушул бүгүнкү мисалы сыртта жамыр жаап атат да, ошо жамырга туш кеп калып атат да. Бүгүн басат, эртеси жамыр жаап атат, жамыр күндө эле баскан учурлар келип атат, кездешип атат да бул да. Алар кайра чыгып кетип атпайбы? Ошо мен айтып атамын, бул айыл аба ырайы боюнча маалыматтарды алып, качан жаан жайт, качан жаабайт, ошо жамыр жаабаган маалда казып, бүгүн казып, ошол эле замат артынан жамап кетиш керек да. А булар казышы алдын казаттан, андан кийин бир жумадан кийин жааганда башталып атат да. Сапаты жок болуп атат да. Ушул маселени көтөрдүм. Себеби дегенде азыр канчалан акча каражаты ушул жака жумшап атат. Ал акча каражаттын таасири тийбей жатат да. Сарамжалдуу пайдаланалы деген максатта айтып атам да. Бүгүн проблема мындай да, орский рынок, берекет рынок боюнча элдердин баары возмущаться этип атат да, көпчүлүк мезгилдерде алардын план боюнча кредиттери жакшы узартпай атат 3 ай деп. Ошол эмеске строительствону 2 ай 3 айда бүтүрөбүз деп биздин мэр, шаардын мэри, алар бүтпөй, алар качан төлөйт? 26 банктан кредит алыптыр. Ошонун 8-и кредитный центр экен. Ал эми ошол мезгилде 2 айдын ичинде аларга бүтүрүп берип, анан кийин кредитин төлөш керек. Алар айтып атат, биз рабочий место кылабыз, көчөдө Кулиева көчөдө отурат. Мына мен 4 жолу бардым, күнүгө жолугушуп атам, аркыстройконтролдо алар экспертизасын берип, экологиясын чыгарып бериш керек экен. Ушул жерге турсун, ушул жерге курулсун деп. Эмгек 10 күндөн бери кыймылдабайт а жердечи. Мына ушундай чоң-чоң маселелер бар экен. Ошон үчүн ушул маселенин баарын тактап бүтүрүш керек. Мен ойлоп атам, азыр бир өкмөт дагы, жогорку кеңеш дагы, президенттик администрация колдоп атышат, ошо колдоп туруп барып бүтүрүп, элди успокоить этиш керек. Биз кыргыз элине болуп көрбөгөндөй тынчтык керек. Я на сегодняшний день хотел бы озвучить вопрос состояния нашей экономики, потому что на сегодняшний день нужны реальные шаги, кардинальные изменения в этой сфере, потому что для привлечения инвесторов, для строительства дополнительных, там, скажем, промышленных предприятий и так далее, мы видим, как наши другие страны-соседи дают очень большие преференции, льготы. И в этом отношении мы тоже хотели бы, чтобы наше правительство в этом отношении при привлечении инвесторов освобождали от налогов. И в то же время хотелось бы, чтобы пересмотрели вопросы социального страхования. На сегодняшний день социальное страхование составляет 27%. Это очень высокие показатели. Хотелось бы, чтобы этот показатель был ниже, и этим мы бы вывели основную часть экономики сильнее в части страхования. А если мы освободим и дадим преференции нашим промышленным предприятиям и предприятиям, инвесторам, которые будут вкладываться, я думаю, это дал бы ощутимый и большой толчок для развития нашей экономики. Спасибо большое. Спасибо. И на этом программа Гунтар Артебинде завершена. Спасибо большое. До свидания.